В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Алексей Соколов. Здравствуйте. Мэрия Якутска выиграла суд у Самбата Саакяна. Снесут ли 9-этажный дом? Вопрос пока открытый. Сбил и дважды переехал. Шокирующие кадры системы видеонаблюдения из Намского улуса. Пожары в жилых домах Нерингри и Алдана. В причинах разбирается следствие. Ввод нового водозабора в Якутске повлечет за собой рост тарифа, но львиную долю расходов возьмет на себя бюджет. Приобрести авто станет легче. Скидки по социальным программам для жителей Дальнего Востока будут увеличены. Шокирующие кадры из Намского улуса. Камера видеонаблюдения запечатлен факт наезда на женщину. ЧП произошло в селе Намцы. На кадрах видно, как автомобиль, двигаясь задним ходом, сбивает пешехода. Дважды переезжает по нему и скрывается с места происшествия. Как оказалось, водитель переехал 79-летнюю женщину, которую впоследствии доставили в районную больницу с травмами позвоночника. Личность водителя установили и задержали по месту жительства. По показаниям виновника ДТП, перед тем, как сдать назад, он не заметил пешехода. При поступлении состояние оценено как средняя степень тяжести. Сразу осмотрено дежурным хирургом. Сделаны все обследования, в том числе рентгенография костей и суставов, по результатам которого выявлено компрессионный перелом 3-4 грудных позвонков. В настоящий момент готовятся документы на телемедицинскую консультацию в травматологическое отделение РБ номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. В Нерингре сегодня произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. На момент возгорания дом был практически расселен, в нем проживали 4 семьи. Об этом передают пресс-службы администрации города. Пожар вспыхнул в квартире номер 12 дома по улице Чурапчинская. Огнем повреждено более 20 квадратных метров жилого помещения. Пострадавших нет. 2 семьям ключи от новых квартир уже были выданы ранее, а 2 другим выкуплены квартиры на вторичном рынке. Также в администрации добавили, что семьи отказались вселяться в предоставленные квартиры. Аналогичный пожар произошел и в Алдане. По улице Мегина-Кангаласской огонь вспыхнул в расселенном ветхом доме. Пострадавших нет. Сообщение о пожаре на пульт охраны поступило в 20 часов 27 минут. Пожарные приехали через 5 минут. По данным МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Напомним, также вчера утром в Алдане произошел пожар в торговом центре. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании. Сегодня на юге Якутии произошло землетрясение. По данным сейсмологов, подземный толчок в 3-4 балла ощутили жители поселка Хани Нерингринского района. Об этом сообщает сайт байкальского филиала Единая геофизическая служба Российской академии наук. Согласно оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован в 9 часов 6 минут по московскому времени. Сегодня в Хабаровском крае объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе. Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» 11 апреля совершил жесткую посадку. Все 6 человек, находившихся на борту, погибли. При ударе о землю вертолет загорелся и разрушился. Обломки разлетелись в радиусе 1 километра. Дальневосточное следственное управление на транспорте комментирует данное происшествие. В настоящее время следователями осмотрено место происшествия, изъяты бортовые самописцы. Кроме этого, тела погибших направлены для производства судебно-медицинского исследования и опознания. В авиакомпании «Восток» изъята полетная документация, образцы топлива, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. В настоящее время следователями запланирован осмотр места происшествия дополнительный с участием специалистов Межгосударственного авиационного комитета. Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления. Жители Мирного завтра останутся без света. По данным западных электрических сетей, 13 апреля с 14 до 16 часов без электроснабжения останутся жилые дома города Мирного по адресу улица Звездная и Мухтуйская, а также поселок Геолог. Отключение электричества связано с ремонтными работами, проводимыми западными электрическими сетями. Жители могут обратиться в диспетчерскую службу ЗЭС по номеру телефона 34453 и 74414. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Мирный.
Мэрия Якутска выиграла суд по делу земельного участка школы номер 35. После рассмотрения жалобы юристов мэрии города Якутска решение арбитражного суда республики и постановление 4-го арбитража апелляционного суда отменены в иске общества «Товары Саха Якутместпром». Об обязании предоставить земельный участок отказано в полном объеме. Напомним, в августе прошлого года арбитражный суд Якутии обязал мэрию предоставить обществу «Товары Саха Якутместпрома» землю общей площадью более 8,5 тысяч квадратных метров. Именно на этой земле стоит построенный Саакяном без разрешения на строительство 9-этажный дом, иск о сносе которого ранее заявила администрация. К тому же данный земельный участок необходим для строительства школы для детей с ограниченными возможностями. Ну и как пример проблемы обучения детей-инвалидов – коррекционная школа в Якутске. Парадокс школы заключается в том, что обучаются здесь дети с ограниченными возможностями, а здание не отвечает требованиям. Нет даже элементарного пандуса. Родители детей-колясочников заносят на руках, а на обед воспитанников вводят в соседнее здание. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. Здание коррекционной школы номер 34 в Якутске 80-го года постройки. Старое деревянное сооружение постарались максимально адаптировать под современные условия. Здесь есть благоустроенный туалет, ванные. Дети проживают в интернате по 4 человека в комнате. Питаются здесь же, при школьной столовой. У нас пятиразовое питание. Дети проживают в интернате, питаются в 3 смены. Младшее, среднее и потом старшее звено. Однако само помещение столовой наводит ужас на случайного посетителя. Эта деревянная постройка самая старая, 1959 года. Кажется, она вот-вот обрушится. Кривые полы, а двери, вопреки требованиям пожарных, открываются с трудом. Конечно, чтобы здание, как бы и оборудование всякое такое, чтобы на улучшение было бы, это хорошо было бы. На сегодня в школе обучается более 90 детей, из них 54 ребенка проживают в интернате. Остальные либо ходят в школу в сопровождении родителей, либо обучаются на дому. Каждый год, как говорят родители, местные власти обещают им построить новую школу и интернат, которые будут отвечать всем требованиям. Все мы живем, уже последние годы в ожидании строительства нового здания школы-интерната. Сейчас 6 апреля, буквально на днях, объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации. То есть все равно в скором времени новое здание будет. В ожидании нового здания, которого пока нет даже на бумаге, те учащиеся, у кого сопутствующие диагнозы не позволяют передвигаться самим, продолжают обучаться на дому. По закону право обучения в школе или дома принадлежит родителям. Здесь у них такого права нет. Без пандусов и других специальных конструкций ребенку-колясочнику здесь находиться невозможно. Пандусов нет. Вот это тоже мы признаем. Но опять-таки, школа не предназначена для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но такие дети, к сожалению, тоже появляются. На вопрос, почему нельзя приобрести хотя бы экспресс-пандус, директор школы ответила, что это не в ее компетенции. Однако отсутствие такого сооружения является грубым нарушением законодательства России в части беспрепятственного доступа маломобильных групп населения во все общеобразовательные и социальные учреждения. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Приобрести авто станет легче. Скидки по льготным социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для жителей Дальнего Востока увеличены с 10 до 25%. Минпромторги России считает, что данная мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей. Отметим, скидка на первоначальный взнос по кредиту в рамках социальной программы предоставляется банкам на легковой автомобиль стоимостью до 1 миллиона 450 тысяч рублей. Политика приоритетного развития Дальнего Востока уже демонстрирует ощутимый эффект. Созданные в регионе территории опережающего развития Южной Якутии и Кангалас обеспечили сотни местных жителей рабочими местами. О том, как развивается Тор-Кангалас, о новых проектах и какие надежды связывают с ней жители близлежащих сел, рассказывает Туяра Филиппова.
Это новинка одного из первых резидентов ТОР Саха Липснели. Предприятие усовершенствовало под северные условия литовские печи. Вместе с получением патента меняет и свое название на Якутский котловой завод. В эти дни первую крупную партию заказа готовит для арктических районов. Житель Кангалас, слесарь по специальности Николай Карпенко, виртуозно закручивает заготовки для новых котлов. Главное в работе – чувствовать металл, говорит он. Работа нравится, да. Рядом с поселком находится. Раньше ездил в город, работал. На автобусе долго добирался, только на работу 3 часа уходило на дорогу. А сейчас 15 минут уже и дома. Десятки жителей близлежащих населенных пунктов работают и получают здесь стабильную зарплату. Мы очень большую надежду возлагаем на этот ТОР Кангаласский в том плане, что рабочие места, которые сейчас планируются около 270 рабочих мест, и у нас есть соглашение с руководством ТОР Кангалас. Для резидентов ТОР, которых сейчас пока 12, создается инфраструктура. Проведены свет, тепло, скоро будет и водоснабжение. В этом году в первом квартале на площадке Капитоновка заведена оптоволоконная связь Ростелекома. И часть резидентов уже подключена к сети высокоскоростного интернета. Кстати, попутно к высокоскоростному интернету недавно подключили и близлежащие населенные пункты. И это не единственный бонус соседства с ТОР. Социальное учреждение обеспечивается свежими овощами теплицы Саюри, еще одного резидента ТОР. Главы наслегов ждут не дождутся открытия здесь новых предприятий. На днях еще один претендент подал заявку, чтобы развернуть здесь производство. А для того, чтобы развиваться и создавать конкурентную продукцию, надо ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт. На это уже нацелены опытные резиденты ТОР. Мы в перспективе должны именно акцентировать на экспорт. Должны дальше развиваться по привлечению инвесторов из азиатско-тихоокеанского рынка. Потому что именно там мы видим потенциал по экспорту и по рынку сбыта. Через 10 лет здесь должно появиться не менее 40 предприятий. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней – порядка 12 миллиардов рублей. Туяра Филиппова, Ольга Ушницкая, Павел Пахомов. Территория опережающего развития Кангаласы. В Якутске готовятся к вводу нового водозабора. Об этом сегодня сообщили во время пресс-тура на объекте. Скажутся ли санкции падения рубля на графике ввода в нашем следующем материале? Скачок доллара не скажется на завершении строительства нового водозабора в Якутске. Все иностранное оборудование уже закуплено в полном объеме. Проплата идет согласно графику. Однако ввод нового объекта скажется на кармане потребителя. С 1 июля этого года ожидается увеличение платежей в среднем на 6%. При этом на воду будет опережающий рост. Финансирование объекта, проблемы по финансированию были решены в прошлом году. Мы приняли решение привлечения дополнительных кредитных средств. Все возвраты заложены у нас в расходной части бюджета республики, поэтому по возврату кредитов и так далее у нас эти расходы не лягут в основной тариф на эксплуатацию этих сооружений. Новые станции у нас затраты водоканала очень сильно возрастут. Конечно, это может сказаться и на тарифах. Тарифы для населения увеличатся в пределах установленного правительством Российской Федерации предельного индекса 6%. Конкретно по воде, сколько это составит, на сегодня я сказать не затрудняюсь, потому что решение еще не принято. Решение будет принято только в мае. Готовность объекта 77%. С 25 мая начнутся пусконаладочные работы на новом водозаборе. В июле планируются первые пробные пуски, и население уже сможет оценить новое качество воды. Окончательный же ввод запланирован на октябрь этого года. В июле месяце примерно уже начнется комплексная подача воды в город, уже чистой воды. Но она еще будет поступать, конечно же, с перебоями, но к октябрю уже город получит на 100% воду, соответствующую Санпин. К паводку 2018 года водоканал также готов. Заготовлена чистая вода для социальных объектов города, в первую очередь для детских садов. Что касательно подготовки объекта к паводку, практически намеченные мероприятия мы выполнили. Набрали
в 2 емкостях объем чистой воды для детских и медицинских учреждений. Сейчас на согласовании находится график промывки водопроводных сетей после прохождения паводка. Жители Якутска получат новый, современный, отвечающий всем требованиям объект и, наконец, смогут позабыть про желтую воду из-под крана. С вводом нового водозабора старый будет переведен в режим резерва. Руководство водоканала обещает, что проблем с некачественной водопроводной водой уже не будет. Александр Лысак, Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Космонавтики. Якутяне смогут увидеть уникальные фотографии Юрия Гагарина. Половина мест на прилавках магазинов в Якутии должны занять местные товары. Так считают участники форума торговли. Изобретатель от Бога. Ученик из Нерюнгри уже зарабатывает своими руками и головой. В эфире «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск. В столице стартовал форум торговли и общественного питания. По мнению участников мероприятия, 50% товаров на прилавках магазинов республики должна занять продукция, сделанная в Якутии. Над этим сейчас и трудятся работники торговли. На открытии форума побывала Саргалана Федорова. Проект «Сделано в Якутии» успешно стартовал как торговая марка. Теперь переходит к следующему этапу – созданию товарного знака. Цель – войти в систему государственных и муниципальных закупок. Когда мы говорим о развитии местного производства, мы уже должны обеспечивать рынки сбыта. А рынки сбыта для нас – это обеспечивание продукцией наших магазинов, которые сейчас в городе Якутске, в Якутии работают. Только после этого мы можем выйти на экспорт. В течение 2 дней участники форума будут обсуждать перспективы развития розничной торговли, регулирование оборота алкогольной продукции, контроль над теневым бизнесом и другие актуальные темы. На площадке форума развернулась выставка об истории государственной торговли и общественного питания и СССР. Представлены десятки ретро и антикварных товаров, начиная от ложек и вилок с инициалами хозяев, заканчивая столетними самоварами. Это все дома хранится у каждого. У каждого коллекционера есть свой уголок счастья дома. Это любимые эпохи, там, напоминания какого-то детства. Там. Каждая вещь несет в себе какую-то историю. Ветераны торговли повышенному вниманию к родной отрасли рады. Ведь все это стимулирует развитие торговли в республике. Впрочем, некоторые уверены, молодым продавцам есть чему у них поучиться. Когда я захожу в продовольственный магазин, и распущенные длинные волосы у продавца, длинные ногти с серебристыми посыпкой. Вот меня или рядом с конфетами лежит мыло. В торговле Якутии есть проблема неравномерного распределения пунктов общественного питания. Если в городах кафе и ресторанов в избытке, то в селах их гораздо меньше, а то и вовсе нет. Сфера социального питания у нас на сегодняшний день законодательно не регулируется, и нету определенных нормативов, которые бы привели к каким-то общим стандартам. Сегодня разрабатывают проект закона о качестве безопасности пищевой продукции. В рамках документа планируют разработать национальные стандарты питания. Эти стандарты войдут в меню для больниц, детских садов и школ. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. Официальными брендами Якутии предложено сделать берестяную посуду, ювелирные изделия, свадебные наряды якутской невесты, древние наскальные рисунки на ленских столбах и ритуальные кубки – чароны. В республике создают реестр объектов культурного наследия. Эту работу ведет Центр нематериального культурного наследия народов Якутии по запросу правительства региона. Так, например, чарон неофициально является национальным брендом Якутии, но он нигде не зарегистрирован, говорит руководитель Центра Агафья Захарова. Поэтому она считает, нужно задокументировать существующие объекты культурного наследия и взять их под охрану государства. На возможность посмотреть на раритетные чароны предоставили жителям Хангаласского района. На выставке представили как музейные экспонаты, так и образцы из частных семейных коллекций. Мероприятие посвятили 130-летию со дня рождения выдающегося исследователя-этнографа Гаврила Ксенофонтова и 110-летию Георгия Гермогенова. Тему продолжит Виолетта Засимова.
Обеспечение сохранности материальной и духовной культуры народа Саха, выявление истоков традиций якутского народа, изучение и распространение опыта работы известных народных мастеров. Эти цели преследовали организаторы уникального мероприятия, на котором демонстрировались редкие раритетные чороны, изготовленные в XVIII-XIX веках и начале XX века. Впервые подобное мероприятие состоялось в прошлом году в городе Якутске в Доме дружбы народов имени Кулаковского под названием «Хранители традиций». Тогда от горожан поступили восторженные отзывы. После опыт начали перенимать и в районах республики. Хангаласские чороны, западно-хангаласские чороны, они отличаются, вот я рассказала, особой аристократичностью. В чем она проявляется? Она проявляется прежде всего в форме. Форма плавная. Форма, она плавно переходящая вот от тулова к ножке, да. Во-вторых, здесь вот пояски, они имеют разный размер, разный тип орнамента. Выставка «Смотр» собрала 20 участников с разных наслегов Улуса с 55 экземплярами кумысной посуды. Каждый участник должен был подробно рассказать о демонстрируемом им чороне. Исторические факты, имя мастера и владельца, год и наименование изготовления, материал, техника. Особое внимание заслужили чороны из фонда Чкаловского музея семьи Ксенофонтовых. Привезли 5 чоронов. Это из музея Ксенофонтовых, еще из музея имени Ивана Васильевича Рожина, Титаринской средней школы имени Ксенофонтова. Когда мы были маленькими, эти чороны были на складах колхоза, и этими чоронами пользовались на эсэхе, пили кумыс. Интересным исключением стало участие в выставке «Смотре» народного мастера из села Качекацы Сергея Петрова. Он продемонстрировал совсем свежие свои работы, тем самым давая понять, что молодые мастера продолжают традиции своих предков. Вот это чорон я начал в марте месяце, в начале марта, и вот на конце марта закончил. В начале апреля, месяц прошел. Свежий чорон. Это чорон называется керенаях. Вместимость должен быть 3-4 литра кумыса. Диплом первой степени за самый ценный чорон и содержательный рассказ о нем получила Екатерина Канаева из села Чаран. Диплом второй степени ушел к Степану Сысоеву из села Улахан. Третье место досталось молодому мастеру села Качекацы Сергею Петрову. Все участники получили сертификаты и благодарственные письма. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Получить славу благодаря изобретательским способностям и достижениям в робототехнике. Илья Сисько, ученик информационно-технологического лицея Нерингры, уже стал известен в своем городе. А над каким проектом Илья трудится сейчас, узнавала Александра Цыбикова. С детства Илья увлекался конструктором Лего, разбирал машинки, изучая детали, и понравившееся собирал в коробку. Первым его изобретением стала водяная мельница, собранная из подручных запчастей. В основу легло колесо, вращающееся от потока воды. Юноша не мог и подумать, что его увлечение перерастет во что-то большее. Его папа механик и часто бывает в дальних заездках, но юноша ценит опыт, который ему передал отец. Паять я научился весьма спонтанно. То есть у меня также и от игрушек оставались моторчики, батарейки. И я знал, как цепь собирать, просто к мотору прикручивал провода, а это, естественно, ненадежно. Он такой сказал: сын, ну все, пойдем учить тебя паять. Ну и вот, с тех пор 6 лет я почти каждый день паяю. Первым значимым достижением Ильи стало первое место во Всероссийской научно-практической конференции «Роботабум» в 2014 году в городе Сочи. Илья и разглядевший его талант научный руководитель Сергей Деминов вплотную занялись раскрытием его технических способностей. И в последующие годы парень участвовал в различных научно-практических, научно-технических конференциях, на которых занимал лидирующие места. На сегодняшний день он уже у нас сотрудник Оптирэкспресса, с ним заключен отложенный трудовой договор в городе Ярославле. В этом году мы ездили в сентябре месяце в город Ярославль для участия в Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Главным увлечением Ильи являются беспилотники. Он уже национальный чемпион Республики Саха-Якутия, и вся его проектная деятельность связана с беспилотной авиацией, что на сегодняшний день очень актуально и востребовано. Последнее его изобретение лонгборд развивает скорость до 30 км в час, дальность езды 15-20 км, время заряда 2,5 часа. Удобное средство передвижения, относительно не тяжелое и с весьма большим запасом хода. Также он установил на него дополнительные функции, такие как блоки для заряда
в телефон и система охлаждения, которая автоматически срабатывает при нагревании аккумулятора. Следующее изобретение Drift Trike пока на стадии обдумывания. Планируется взять переднюю вилку от велосипеда, а большая часть рамы сделать из ПВХ трубы толстой, поскольку с металлом возиться мне не особо нравится, и плюс это надо его либо варить, либо пилить чем-либо. Это сложновато сделать в условиях квартиры. Поэтому решено было взять толстую ПВХ трубу и с помощью уголков здесь сделать перпендикуляр и саму раму, а колеса, поскольку в городе их тяжело будет найти, было решено печатать на 3D принтере. Илья много занимается самообразованием, так как приходится ему учиться по индивидуальному графику из-за частых разъездов. Так, с последней поездки в Милан на фестиваль науки и техники iGiovanni или Science 2018 он привез первое место. Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Нерюнгри. 12 апреля во всем мире празднуется День авиации и космонавтики. Главный вуз страны, выпускающий первоклассных специалистов по освоению неба, находится в Петербурге. Со студентами университета гражданской авиации вас познакомит наш спецкор в Санкт-Петербурге Айсена Бурнашова. Небо всегда манило молодых. И подобно первому летчику-космонавту Юрию Гагарину, мальчики и девочки с самого детства мечтают связать свою жизнь с воздушными просторами. Так и якутянка Милена Мыреева окончила в Ленском районе Биченчинскую среднюю школу и поступила в университет гражданской авиации. Я учусь по специальности обеспечения авиационной безопасности. Для моих родителей это было как-то шокирующе, наверное, что выбрала именно Петербург, именно авиацию. Но они отнеслись с уважением. За знаниями в сфере авиации в Петербург поступила и Юлия Жиркова. Девушка родом из Верхоянского района Якутии. В 2017 году окончила Якутский городской лицей. Моя будущая профессия – это организация аэропортовой деятельностью. Я сама хотела выбрать эту специальность. Наверное, решилась уже в 10 классе. Я подала в Москву в один вуз и сюда, и выбрала Питер. Сначала неизбежно идут мысль, мечта, ее воплощение и уже после точный расчет. Университет готовит специалистов всех областей авиационного дела, от управления персоналом до пилотов. И, как говорится, авиация требовательная госпожа. Она хочет иметь только лучших из лучших. Поэтому будущие специалисты воздушных ворот должны быть всесторонне развитыми. Сложно, не сложно, но кому как. Если вы поступаете именно по желанию, это, мне кажется, не будет сложно. Но для меня это нормально пока. Я совмещаю приятное с полезным. Помимо учебы я хожу в музей, усиленно занимаюсь творчеством, рисую, вдохновляюсь. Авиация – дело смелых духом и отважных людей. И каждый из студентов мечтает скорее выпуститься и отправиться осваивать небо и крылатых помощников. Не знаю, самолет или сама работа прямо в аэропорту. То есть для меня это все было интересно, и я как-то прям решилась, и сейчас я не жалею об этом. Я считаю, что авиация – это самая нужная профессия, самая перспективная для молодых людей. Ведь очень же интересно, что находится за облаками, за пределами космоса. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. У якутян появилась уникальная возможность впервые увидеть ранее нигде не опубликованные фотографии Юрия Гагарина. Сегодня, в День космонавтики, в историческом зале Национальной библиотеки представлена фотовыставка «Первый гражданин Вселенной». Тему продолжит Нургуяна Егорова. На выставке представлено всего 7 фотографий, но каждый кадр бесценен. На них запечатлены последние дни жизни всемирно любимого героя. 24 марта в 1968 году Юрий Гагарин назначил встречу с корреспондентами журнала «Огонек» у себя дома в Звездном городке. Там один из журналистов, Валентин Филатов, и сделал эти снимки. Гагарин сам попросил: «Чур, уговор, у меня гостит моя родня, сделайте на память семейное фото». В частной коллекции нашего земляка Алексея Иванова оказались прижизненные фотографии и негативы Юрия Гагарина. Примечательно, что о последнем интервью, также о существовании этих уникальных негативов неизвестно за границей, в частности, в Европе и в США. Эти кадры сделаны ровно 50 лет тому назад, за 3 дня до трагической гибели первого космонавта.
На настенных часах сегодня во время съемок ровно 11 дня. На это же время, но полвека назад была назначена последняя встреча журналистов с Гагариным. Тогда он достал новый фотоаппарат «Зенит», попросил объяснить устройство и даже сам сделал несколько снимков. Эти моменты также запечатлены корреспондентами. Уникальные фотопленки еще нигде не публиковались. Мы удивились. Поискали в интернете, там ничего не оказалось, вот таких, которые фотографии он нам принес. Оказалось, что это очень эксклюзивные фотографии. Алексей Иванов любезно предоставил из своей, можно сказать, маленькой коллекции фотографии Юрия Гагарина. Космонавт рассказал тогда о первом полете, о перчатках, болтавшихся на веревочке, словно у школьника, об отдыхе и о любви к родине. Последнее интервью также представлено на выставке. На прощание Гагарин сказал журналистам «Огонька» «Счастливого пути! Встретимся в среду». Но в среду в назначенное время в редакцию он не приехал. Остались лишь эти кадры, сделанные за 3 дня до гибели. Нургена Егорова, Григорий Хлопков, Якутск. Такова картина уходящего дня. Якутия 24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.